Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, сегодня мусульмане имеют возможность читать Коран, читать переводы смыслов Корана, переводы хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Но сможем ли мы их правильно понять? Сможем ли правильно использовать в религии? Не запутаемся ли мы? Для того, чтобы начать правильно практиковать ислам, необходимо изучить основы религии ислам с таких книг, как Гибадат Исламия, Мухтасар Гилм Халь. И именно поэтому мы решили записать для вас видеоуроки по книге Гибадат Исламия. Гибадат Исламия – классический труд татарского ученого Ахмад Хади Махсуди, который уже более века является прекрасным пособием по богослужению и духовным наследием татар-мусульман. Учебник представляет собой упрощенный вариант объемных трудов по фикху ханафитского масхаба. Автор Ахмад Хади Махсуди смог простым и общедоступным языком объяснить важные и в тот же момент деликатные вопросы религии. Книга полезна как для начинающих, так и для тех, кто уже давно придерживается ислама. Пару слов об авторе. Ахмад Хади Махсуди родился 28 сентября 1868 года в Студенно-Ключинской волости Казанской губернии. В 1881 году Ахмад Хади Махсуди поступил в Апанаевское медресе города Казань, окончив которое стал преподавать в младших классах. Будучи педагогом-практиком, разработал новые обучающие методики и написал ряд учебников, а в 1892 году выпустил азбуку «Первый учитель» Муаллим Ауаль, вслед за которым выпустил азбуку «Второй учитель» Муаллим Сани, который выдержал к 1917 году более 30 изданий с тиражом более 1 миллиона экземпляров и принес автору всероссийскую славу, став самой массовой дореволюционной татарской азбукой и на несколько десятилетий основным учебным пособием не только для татар, но и для других тюркских народов. Ахмад Хади Махсуди также является автором учебника по арабскому языку «Шафахия», впервые изданного в 1898 году, составитель самоучителя русского языка для мусульман России, Русистан, практический учебник, и самоучителя татарского языка для русских. Также он составил словари научных, профессиональных и литературных терминов русского, арабского и турецкого языков. Написал ряд работ по исламу, таких как Акаид, Намаз, Тахарат, Джамагат, Гибадат Исламия, Муаллим Сани, История пророков, Сведения о мире, которые были использованы в качестве учебников. Автор более 40 трудов. На следующем занятии мы приступим к изучению книги Гибадат Исламия. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.